живем в непростые времена. Живем в те времена, когда сплошь и рядом нарушаются законы. Нет справедливости. Рушится, в принципе, все международное право на глазах у всего мира сейчас. В 21 веке мусульмане мечтают, если брать умму в целом, крымских татар в частности, о государственности своей мечтают. Они живут этой мечтой, да, и многие на самом деле были обмануты, если смотреть правде в глаза. Каждый человек, каждый из нас, он испытывается кусочком власти в этой жизни. Он подобен рубашке, горящей рубашке, которая, коль человек ее наденет, она жжет того, кто ее надел. Она сжигает тех, кто рядом. Всевышний Аллах дарует победу справедливому государству, даже если оно неверующее. И не дает победу несправедливому государству, даже если оно верующий. Человек лишится друзей, близких, всех, кто рядом с ним. Все убегут от него. Он останется в итоге один. Его оппоненты и враги даже уважают его, считаются с его мнением и даже в некоторых вопросах будут следовать ему. В противном случае же они будут его считать ничем, пустым местом. О рабы Аллаха, бойтесь Всевышнего Аллаха надлежащим образом, как это велит Всевышний в Коране, и покидайте этот мир не иначе, как будучи мусульманами. Амма ба'д. Дорогие братья, сестры, мы живем в 21 веке, живем в непростые времена, живем в кризисные времена. Живем в те времена, когда сплошь и рядом нарушаются законы. Нет справедливости. Рушится, в принципе, все международное право на глазах у всего мира сейчас. Мы живем в те времена, когда мусульманская умма в целом претерпевает тяжелые времена. Я имею в виду и Сирия, Ирак, Бирма, крымские татары, в частности, в Крыму. Но мы должны понимать, что любое кризисное время, какое бы оно тяжелое ни было, это также время для возможностей. Потому что Аллах Всевышний, если одну дверь закрывает, то Он множество дверей открывает. И именно с этой точки зрения, то есть с этого угла, я бы хотел сегодня поговорить не о политике, как я всегда люблю говорить, а о жизни насущной. О жизни насущной. Аллах Субхану ва Тааля что говорит в Коране? Смотрите. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ بَعْدَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا. Мы погубили целые поколения, жившие до вас, когда они уклонялись от справедливости и не уверовали в наших посланников, приходивших к ним с ясными знамениями. Так наказываем мы грешных людей. Потом мы сделали вас, мекканцы, если брать контекст, в принципе, люди в целом, если брать общий контекст, преемниками на земле. Человек есть преемник на земле, халиф, преемник, чтобы посмотреть, каковы будут ваши деяния. Поэтому мы говорим о жизни насущной. Религия — это не просто обряды, это жизнь, это образ жизни. Таким образом, я к чему, братья и сестры? Я к тому, что в 21 веке мусульмане мечтают, если брать умму в целом, крымских татар в частности, о государственности своей мечтают. Они живут этой мечтой, да, и многие на самом деле были обмануты, если смотреть правде в глаза. Да, посмотрите события в Сирии, посмотрите события в Ираке. Были же обмануты. Так вот, я бы хотел сегодня раскрыть суть того, что есть власть вообще в исламе. С чего начинается власть в исламе? Знаете,
Каждый человек, вот каждый из нас, он испытывается кусочком власти в этой жизни. Отец по отношению к сыну, мать по отношению к детям, муж по отношению к своей семье, директор в определенной компании, глава общественной организации, религиозной организации, в организации, глава сельсовета в сельсовете, глава горсовета в горсовете, депутаты в парламенте, президент за все государство. Каждый человек, каждый из нас, да даже если брать детей, старший за младшего, он испытывается кусочком власти. Это неизбежное, неименуемое испытание власти. Каждый из нас испытывается этим. Как сказал посланник Аллаха об этом? «Куллукум ра'ин ва куллукум мас'улун ан ра'иятихи». Каждый из вас пастырь, и каждый из вас отвечает в ответе за свою паству. В этом хадисе есть очень глубокий смысл для людей размышляющих. И пророк перечисляет: амир, то есть руководитель, отвечает за свою паству. Человек в своем доме отвечает за свой дом. Женщина отвечает за своего аля ба'лиха ва аулядиха, за своего мужа и детей. Раб, в то время было рабство, отвечает за имущество своего хозяина и так далее. Куллюкум ра'ин, пророк подчеркивает в конце. Ва куллюкум мас'улун ан ра'иятихи. И каждый отвечает за свою паству. А в чем ответственность этой паствы? То есть в чем проявляется ответственность? Как раз именно в этом. Аллах тебе дал власть над кем-то, над чем-то, чтобы посмотреть, как ты будешь себя вести, какие ты решения будешь принимать, какую ты будешь политику внести в их отношении. И это даже в толковании проходит слово. Таким образом, что значит вообще власть по определению? Власть определяют, если просто даже откроете Википедию, это возможность установить свою волю другим людям, вопреки, даже если они не будут хотеть этого, сопротивляться этому. Власть может базироваться на различных методах. Это может быть тирания, это может быть свобода выбора, это может быть насилие, месть, обман, провокации и так далее. Но я всегда так говорю, да, чтобы приблизить понимание. Методы власти можно уподобить стволу дерева, его веткам, лепесткам и плодам. Ствол, если мы говорим про власть именно с исламской точки зрения, ствол — это довольство Всевышнего Аллаха. Представьте этот образ. Из этого ствола идут сотни ответвлений. Искренности, совести, чести или достоинства. Искренность, совесть, честь или достоинство. А потом из этих основных ответвлений появляются тысячи лепестков, как отзеркаливание. Чего? Аманы, верности, правдивости и честной исполнительности. Вот если очень коротко о стволе власти в исламе, образ, который мне пришел, и я с вами с ним делюсь. Из всего этого, из этого ствола, этих ответвлений, этих лепестков будут несметное, неисчисляемое количество плодов. Плодов чего? Свободы, справедливости и счастья в обоих мирах. Если же, братья мои, если же будет наоборот,
Вместо довольства Всевышнего придет, стволом будет довольство личности, довольство кого-то, чего-то, помимо Всевышнего, помимо Творца и Создателя. Что это будет? То из этого ствола эго, назовем его эго, произрастут сотни ответвлений, двуличия. Там была искренность. Страсти. Там была правдивость. Унижение. Там была честь и достоинство. И отсюда же появятся тысячи лепестков. Чего? Корысти. Презрение и лицемерие. Лицемерие, корость и презрение. А в итоге что будут? Неисчисляемое количество гнилых плодов. В виде чего? В виде несправедливости. В виде попирания прав, свобод, несчастья, бед, испытаний. В этом мире, если люди не раскаются и не пойдут прямым путем, то и в ином мире. Власть, мои дорогие братья, кусочек власти, которым испытывается каждый человек, он, я всегда говорю еще, подобен рубашке, горящей рубашке, которая, коль человек ее наденет, она жжет того, кто ее надел. Она сжигает тех, кто рядом. И только если человек руководствуется довольством Всевышнего, руководствуется вот тем образом, да, который мы разрисовали, нарисовали, только таким образом человек может уцелеть в этой рубашке сам, потому что он горит в ней, и может сохранить тех, кто рядом с ним. Это можно видеть в банальных примерах. Мать, когда ругает сына за что-то, за плохой поступок, разве она не горит изнутри? Или отец? Или бьет иногда, наказывает? Горит, правда ли? Не правда ли? Горит, но он это делает, потому что он должен это сделать. Это метод воспитания в данном контексте, в данном случае. И так далее. Можете делать аналогии, кияс. Но если же человек будет руководствоваться другим образом, где стволом будет эго, тогда что произойдет? Эта рубашка, это кусочек власти, он сожжет его. Более того, человек лишится близких, других, друзей, близких, всех, кто рядом с ним. Все убегут от него. Он останется в итоге один. Ну или там. С некоторыми людьми. И более того, в первом случае, когда человек руководствуется тем образом, где стволом является довольство Всевышнего, его оппоненты и враги даже уважают его, считаются с его мнением и даже в некоторых вопросах будут следовать ему. В ином случае, в противном случае же, что они будут его считать ничем, пустым местом, и будут каждый раз наседать на него, каждый раз продавливать его. Вот она суть тех образов, о которых мы говорим. Дорогие мои братья, если мы осознаем, то есть глубину, суть вот этих вещей, про которые я сейчас говорю, то мы на самом деле поймем, что государственность, о которой мечтают мусульмане, на самом деле, она начинается с каждого из нас. С каждого из нас она начинается. Каждая семья — это есть государство.
Каждая община, общественная, религиозная, это и есть государство. Каждая фирма, компания на сегодняшний день, которую создают мусульмане, это и есть государство. Каждый раз, всякий раз, когда два мусульманина собираются, чтобы сделать какое-то благое дело, достичь каких-то праведных целей, они, по сути, садят семена этого государства. Мы должны это осознавать, мы должны это понимать. И основа всех этих мини-островков государственности, если хотите, это, как я всегда подчеркиваю и говорю, это довольство Всевышнего. Что значит довольство Всевышнего с точки зрения практики? С точки зрения практики, довольство Всевышнего, оно формулируется в книге Всевышнего Аллаха короткой фразой. С точки зрения практики. «Инниль хукму илля лилля». Это когда мы, люди, мы, создание Всевышнего, притворяем Его волю, покоряемся Его воле. Как минимум 6 аятов есть в этой формулировке. Я не говорю про другие иные формулировки. А решение принимает только лишь Всевышний Аллах. А решение принимает лишь только Всевышний Аллах. «Инниль хукму илля лилля». Вот что значит довольство Всевышнего на практике в этой жизни. Это означает отказаться от своей воли, покориться Его воле. Стало быть, мои дорогие братья, все начинается именно с каждого из нас. Поистине, в день Джума есть такой момент, когда Всевышний Аллах принимает наши мольбы. Я молю Всевышнего Аллаха, чтобы мы застали этот момент. Фастагфируллах ли ва лакум. Поистине вся хвала принадлежит лишь одному Аллаху. Лишь мы Его восславляем, лишь Его прославляем, лишь молим Его о помощи и прощении. Кого Аллах наставит на истинный путь, того уже никто не собьет с этого пути. А кого Аллах собьет с этого пути и ведет в заблуждение, уже никто не наставит на истинный путь. И я свидетельствую, что нет божества, достойного поклонения, кроме одного, лишь Всевышнего Аллаха. И я свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник. Итак, дорогие братья, мы сказали, что государственность, о которой мечтают мусульмане, в общем, в частности, сегодня начинается с каждого из нас. И мы сейчас говорим про общие понятия, что начинается она с отца, с матери, с сына, с дочки и так далее, с фирмы, с организаций. И мы сказали и привели образы того, что такое власть в исламе. Так вот, если говорить про эти мини-островки государственности, просто как пример приведу, да, и про образ, про который я говорил, и про волю, про которую мы должны покориться. Один лишь пример, ярко подчеркивающий изюминку всего этого. Это взаимоотношения ребенка с родителем. Всевышний что говорит? «Вакада раббука ла та'буду илля ия». Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им «тьфу», даже не говори им «уф». Не кричи на них и обращайся к ним почтительно. Склони пред ними крыло смирения по милосердию своему и говори: Господи, помилуй их, ведь они растили меня ребенком. Один лишь аят я сейчас привел, если мы говорим о государственности семьи. Сложные образы, возможно.
и говорим о политике в государстве семья, один лишь пример. Насколько он красивый. О, люди, изучайте ислам, открывайте Коран, читайте Коран. И таких примеров найдете множество. Стало быть, подводя итог, государственность, о которой мечтают мусульмане, она на чем базируется? Она базируется на довольстве Всевышнего, на том, чтобы спастись от огня, на том, чтобы удостоиться рая и удостоиться любви Всевышнего. А с точки зрения практики, с точки зрения реальности, это жить в справедливости. Установить в этом мире справедливость, жить в справедливости, как это было в те времена. Времена праведного халифа Умара ибн аль-Хаттаба, который боялся этой власти и говорил: о, если бы я был овцой, как это передается в некоторых сообщениях, и меня бы мои родные накормили так, чтобы я растолстел, а потом зарезали, раздали. Он боялся ответственности. Или как это было во времена первого праведного халифа, Абу Бакра, да будет доволен Аллах, который при виде, как передается в сообщениях Шиабуль Иман, воробья, птицы, сказал: ох, если бы я был этой птицей. Воплощение справедливости в этом мире. Во времена Умара ибн аль-Хаттаба, который ночью ходил, прислушался, смотрел, нет ли бедных, нет ли нуждающихся. И однажды услышал разговор девушки с матерью, которая говорила: о, дочь, добавь молока. Она говорила: нет, праведный халиф запрещает это запрещено. Она говорит: а разве Омар тебя сейчас может увидеть? Она сказала: если Омар не видит, то Господь Омара видит. И услышав эти слова, Омар велел своему сыну жениться на этой девушке. И впоследствии родится Омар ибн Абдул-Азиз. Тот самый Омар ибн Абдул-Азиз, про которого сейчас в современное время задают вопросы, что, где, когда, про свеч. Но всем вам известна история. Я не знаю, насколько она достоверная, но по форме и сути очень похожа на достоверную. Вот оно, воплощение справедливости. И как сказал величайший ученый исламский, что Всевышний Аллах дарует победу справедливому государству, даже если оно неверующее, и не дает победу несправедливому государству, даже если оно верующее. И, наконец, если мы говорим про суть власти в исламе, мы должны осознавать и понимать, что власть в исламе, она не дается тому, кто желает ее, кто жаждет ее. И это дух ислама. Как это передается в хадисе от Абу Саида Абдуррахмана ибн Самры. Посланник Аллаха сказал мне: не проси имары, то есть власти. Ведь поистине, если она тебе будет дана, если ты не будешь ее просить, то тебе будет оказана помощь. А если она тебе будет дана по просьбе, то ты будешь предоставлен ей сам, то есть один. И как он предостерегал Абу Зарра и говорил: «Инна хизюн ва надам». О рабы Аллаха, бойтесь Всевышнего Аллаха, будьте справедливыми в этом мире. Будьте честными, исполнительными, правдивыми, верными в том кусочке власти, который Всевышний дарует вам.